прямом эфире телеканал Якутия-24. Вы смотрите итоги дня. В студии Влад Давыдов. Добрый вечер. Смотрите сегодня в программе. Кадровые указы. Айсен Николаев назначил нового первого вице-премьера и двух зампредов. Кто эти персоны, вместо кого они пришли? В Нерингре продолжают ямочный ремонт дорог в городе. На каких улицах ведут работы и следят ли местные власти за качеством исполнения? Подготовка к купальному сезону на 202-м в столице готовят к работе городской пляж. Когда планируют открытие и какие еще объекты там открыты для отдыха горожан? Каким видится образование? Через десятки лет в Якутске проходит первый форум руководителей детских и молодежных общественных объединений. Педагоги и молодые лидеры обсуждают перспективы отрасли. С чердака на аукцион найденная в обувной коробке китайская ваза продана за 16 миллионов евро. Где она пылилась до этого и кто за редкую вазу заплатил такую сумму? Айсен Николаев подписал новые кадровые указы. На пост первого заместителя председателя правительства республики назначен Алексей Стручков. Он будет курировать финансово-экономический блок. До этого момента Стручков работал замгендиректора Якутскэнерго. Назначены и новые заместители председателя правительства. Это Ольга Балабкина, работавшая в парламенте вице-спикером. Она будет отвечать за социальный блок. И Денис Белозеров, до этого занимавший пост министра экономики. Он будет курировать вопросы развития сельского хозяйства. Ранее наш телеканал сообщал, что указом Айсена Николаева были освобождены от должности прежние первые вице-премьеры Петр Алексеев и Михаил Осипов, а также зампред Алексей Дьячковский. Ну а на освободившийся пост министра экономики назначена Майя Данилова, работавшая первым заместителем главы этого ведомства. В Якутии официально началась избирательная кампания по досрочным выборам главы республики и выборам народных депутатов. Старт этому дала публикация постановлений Госсобрания Илтумен о назначении досрочных выборов на 9 сентября. В единый день голосования также предстоит провести 61 избирательную кампанию в муниципалитетах республики. На выборы в главы республики кандидаты могут быть выдвинуты согласно закону только избирательными объединениями. И кроме того, этим кандидатам предстоит пройти так называемый муниципальный фильтр, то есть они должны собрать не менее 263 подписей депутатов и глав муниципальных образований. Далее о других темах. Глава ФИФА поблагодарил Россию за отличную организацию чемпионата мира по футболу. Джанни Инфантино выразил уверенность в том, что турнир будет лучшим за всю историю. Напомню, что чемпионат стартует завтра матчем открытия между сборной России и Саудовской Аравии. Начало трансляции в полночь по якутскому времени. Этот матч, как и церемония открытия, пройдет на московском стадионе Лужники. Главным арбитром встречи назначен аргентинский судья Нестор Питана. Всего в чемпионате участвуют 32 лучшие сборные мира. Турнир продлится месяц до 15 июля. В республике продолжают борьбу с лесными пожарами. По данным МЧС, на территории республики зарегистрирован 21 пожар. Режим чрезвычайной ситуации был введен в Усть-Майском и Татинском районах, однако по данным диспетчерской службы Усть-Майского УЛУСа, лесной пожар на их территории ликвидирован. А вот в Татинском районе действует сильный, так называемый низовой пожар. В результате сгорело 3000 гектаров, из них 2300 – это лесной массив. Особый противопожарный режим действует в Ленском районе. Там зарегистрирован один пожар площадью 450 гектаров в 15 километрах от села Турукта. Над тушением огня работают 35 человек.
В республике ищут 4 рыбаков. 9 июня они уехали из села Графский берег Намского района в сторону устья Алдано до реки Белянка и до сих пор не вернулись. Мужчины передвигались на корпусной лодке. По некоторой информации, по неуточненным данным, возможно, у них случились неполадки с мотором. Родственники обратились в оперативные службы, и МЧС начала работу по этой ситуации. Ну а предупредить несчастные случаи на водных объектах призвана профилактическая акция под названием «Вода. Безопасная территория». Организована она Сибирским региональным центром МЧС России и проводится во всех регионах Урала, Сибири и Дальнего Востока. Основной успех строится на привлечении к разъяснительной и надзорной работе не только специалистов от МЧС, но и сотрудников правоохранительных органов, местной власти, организаций и всей общественности. Деятельность таких межведомственных групп должно позволить охватить максимальное количество несанкционированных мест отдыха. Купальный сезон на пляже 202-го микрорайона столицы планируют открыть в 20-х числах июня. В управе Губинского округа столицы ожидают результаты с положительным заключением Роспотребнадзора и госинспекции по маломерным судам. Какую провели работу по подготовке пляжа? Репортаж Александра Зубехина. Подготовка к пляжному сезону идет полным ходом. В течение 2 недель уже собрано и вывезено 10 кубометров сухого и 30 крупногабаритного мусора. К концу недели планируют убрать остатки отбросов. Открытие пляжного сезона у нас эти буки будут установлены. ГИМС, МЧС, они проводят периодически обследование воды, поэтому вот мы буквально уже проводились выездные совещания, вот теперь ждем следующее, чтобы уже утвердить и сказать, когда будет открытие пляжа. В этом году на городском пляже открылась бесплатная спортивная площадка для занятия уличной гимнастикой воркаутом. Ее построили на средства фонда президентских грантов. Здесь 6 тренажерных комплексов, в том числе каскад турников, рукоход, 2-уровневые брусья и скамейка для пресса. Есть даже специальные турники для тех, кто передвигается на коляске. То есть дети, маломобильное население, ну и, соответственно, взрослое население при проведении различных соревнований может регулироваться. Учитывается безопасность при использовании, соответственно, они не имеют острых углов, о них невозможно пораниться, и они очень надежны. Данная площадка имеет все необходимые сертификаты, причем есть сертификаты европейских стандартов, а это уже более высокий даже класс. Грант включает в себя и бесплатные занятия с тренером. Зарядка, пробежка, подтягивание на турниках, изучение техники бокса – все это под чутким руководством мастера спорта России по боксу Михаилом Тарасовым. С понедельника по пятницу с 7 до 8 утра. Те люди, пришедшие ко мне на тренировки сюда, получат первоначальные знания, навыки бокса, заряд бодрости на целый день. Вообще позитивные эмоции, укрепят мышцы ног, рук, спины. Похудеют, конечно, обязательно похудеют. Кому это нужно. Не забыли и про маленьких посетителей пляжа. Здесь уже установили детскую площадку. И в этом году ребят ждет новшество. К открытию купального сезона для них поставят 3 воздушных батута. Александр Зубехин, Семен Семенов, Якутск. Началась процедура банкротства строительной компании «Семир». Сообщается, что Минстрой Якутии и Управление Госстроя Жилнадзора Республики исчерпали все меры воздействия в отношении этой строительной компании. Как известно, в связи с неисполнением взятых застройщиком обязательств по вводу жилого объекта, банкротство – это необходимая мера защиты прав участников долевого строительства. В арбитражный суд региона поступило заявление от кредиторов о признании «Семира» несостоятельным. В случае принятия положительного решения дольщики могут претендовать на выплату страхового вознаграждения. Многие люди боятся того, что застройщик признает банкротом, и они останутся без ничего. Да? Но этого бояться не надо, потому что именно при банкротстве, при процедуре банкротства у обманутых дольщиков появляется возможность, во-первых, получить страховые выплаты от страховой компании, и, во-вторых, также мы, как орган исполнительной власти, можем помочь данным дольщикам только в случае, если застройщик является банкротом.
Создать около 300 рабочих мест на горнодобывающем предприятии позволит освоение одного из крупнейших в мире месторождений редкоземельных металлов Томтор в Якутии. Об этом сообщил министр промышленности и геологии республики Максим Терещенко. Начало разработки месторождения намечено на 4-й квартал 2021 года. Министр уточнил, что на месторождении уже выполнены геолого-разведочные работы, экологические, геофизические исследования, изучена устойчивость бортов карьера. Завершена государственная экспертиза документов и материалов технико-экономического обоснования. Сотрудник геолого-разведочного предприятия «Алроса» Константин Константинов занимается исследованиями по кимберлитовым месторождениям. Коллеги называют его основателем школы палеомагнетизма в Мирном. С помощью этой методики можно узнать не только, как формировалась кимберлитовая трубка, но и научиться их искать. Подробности в сюжете коллеги Марии Урцевой. Здесь у нас находится палеомагнитный комплекс. Это установка магнитного вакуума, которая создает внутри вот этой клетки практически нулевое магнитное поле. Оно компенсирует внешнее поле Земли. Вот это причудливое устройство называется палеомагнитный комплекс. Он помогает узнать о кимберлитовых месторождениях. Исследованиями занимается ведущий сотрудник научно-исследовательского геолого-разведочного предприятия «Алроса» Константин Константинов. Эти исследования позволяют нам понять процессы формирования магматизма сибирской платформы. То есть, если мы будем знать, как формировались кимберлитовые трубки, тела, мы тогда их научимся искать. Константин Константинов – геолог в 3-м поколении. Вопрос выбора профессии перед ним никогда не стоял. Он уже с детства знал, кем станет. У меня отец геолог Михаил Германович Константинов, а мать физик Октябрина Ананьевна Яковлева. Поэтому я получился гибрид, геофизик. После школы Константин поступил в Иркутский политехнический институт. После окончания работал в опытной методической экспедиции. Здесь он увлекся палеомагнитными исследованиями. Дальше аспирантура и стажировки в Германии и Франции. В начале 2000 года молодого аспиранта приглашают в Якутию. Сначала в Амакинскую геолого-разведочную экспедицию, а после в НИГП. Константин объездил всю республику, работал в поле, на карьерах, в шахтах, по берегам рек и в горах. Эта специальность очень интересная. Во-первых, мы работаем на современной аппаратуре. У нас программы компьютерные, технологии обработки этих материалов. И самое интересное – это, конечно, романтика. В копилке его достижений определение возраста кимберлитов, условий, в которых формировалась порода, и более 200 публикаций. Из них 40 в научных журналах, одобренных Высшей аттестационной комиссией России, и 15 международных. В мире он широко известен как исследователь Сибири, палеомагнетизма Сибири. Его результаты используются и в отечественной геологии, и в производственной сфере, и нашими зарубежными коллегами. Результаты его очень востребованы, нужны для целей прогноза и поиска коренных месторождений алмазов. Константин Константинов – наставник молодых аспирантов. Константин Михайлович, как наставник, знаете, он может объяснить сложные вещи простым языком. В учебниках порой читаешь, там написано, ученые пишут как будто бы для самих себя. А бывает такое, что подходишь, спрашиваешь, Константин Михайлович объясняет, и становится все понятно, все становится на свои места. Константин Константинов уже много лет счастливый муж и отец 4 детей. Старший сын пошел по его стопам. Семейная династия геологов продолжается. Его мечта не открыть месторождение, а скорее войти в историю геологии. Изучить территорию, и на которой мы живем, и работаем, было бы тоже очень важная задача. Тоже это достижение. Поэтому мы брать можем у природы все, месторождение, но надо все-таки нашу землю изучать. Мария Урцева, Роман Муконин, Роман Ларин, Артур Голиков, телеканал «Алмазный край». Минэкономразвития страны собирает предложения по поддержке малого и среднего бизнеса. В течение 3 месяцев при поддержке министерства работала экспериментальная апгрейд-лаборатория. Это новый формат, когда необходимые меры предлагают представители бизнеса и эксперты, а не только чиновники. Более 200 участников, среди которых более половины – это предприниматели, работали в формате стратегических сессий. В ведомстве сообщили, что на сайте лаборатории можно предложить свою меру поддержки или прокомментировать существующую из презентаций.
Якутская птицефабрика стала победителем Всероссийского конкурса «Торговля России-2018». В этом году в стране впервые прошел масштабный конкурс среди сильнейших представителей бизнеса разных регионов. Для участия в конкурсе по 7 номинациям было рассмотрено 624 заявки. Среди критериев оценки были такие показатели, как посещаемость, внешний вид, ассортимент, комфортные условия для торговли, концепция фирменного стиля и многое другое. В серьезной конкуренции в борьбе павильон Якутской птицефабрики стал победителем в номинации «Лучший нестационарный торговый объект». Порядка 300 единиц затонувших судов и их фрагментов находятся на дне рек и озер Якутии. Эти объекты загрязняют воду и негативным образом влияют на экологию. Об этом шла речь в ходе очередной сессии Якутской городской думы. Было внесено изменение в Кодекс внутреннего водного транспорта России. Новый проект направлен на улучшение экологической ситуации в акватории Ленского водного бассейна. Всего на заседании рассмотрели более 20 вопросов, в том числе обсуждали бюджет города. Озвучили, что почти 60 миллионов рублей направят на повышение зарплаты работников в социальной сфере. В Ленском районе завтра ожидается временное отключение электроснабжения. Это связано с проведением работ по ремонту и техобслуживанию линий электропередачи и оборудования. Так, в поселке Батамай почти целый день не будет света с 9 утра до 8 вечера. А в самом Ленске отключение электричества будет с 9:30 утра до 6 часов вечера. Об этом сообщает пресс-служба Якутскэнерго. В Удачном Мирнинского района долги за жилищно-коммунальные услуги превысили 117 миллионов рублей. По последним данным, около 5000 жителей не оплачивают коммунальные счета и имеют задолженность за предыдущие месяцы. Обслуживающие и ресурсоснабжающие организации идут навстречу, предлагая неплательщикам возможность заключить соглашение о выплате долга в рассрочку. Об этом сообщает пресс-служба города. Сейчас короткая реклама, буквально минута. Оставайтесь с нами и смотрите во второй части итогов дня. В Нерюнгере продолжают ямочный ремонт дорог в городе. На каких улицах будут проведены работы? Каким видится образование через десятки лет? В Якутске проходит первый форум руководителей детских и молодежных общественных объединений. Педагоги и молодые лидеры обсуждают перспективы этой отрасли. С чердака на аукцион найденная в обувной коробке китайская ваза продана за 16 миллионов евро. Где она пылилась до этого и кто за редкую вазу заплатил такие деньги? Якутия 24 на нашем канале. Мы продолжаем итоги дня. Подать претензию в Роспотребнадзор можно будет через МФЦ. Государственная дума рассмотрит в первом чтении законопроект, подключающий многофункциональные центры к системе защиты прав потребителей. В них откроются пункты консультации, где гражданину расскажут, как защитить свои права при потребительских спорах. Ну а через сам МФЦ можно будет подать жалобу в Роспотребнадзор на качество и безопасность товаров и услуг, в том числе пожарную безопасность. Авторы законопроекта считают, что количество обращений в разы возрастет. В Нерюнгере продолжают ямочный ремонт дорог в городе. На каких улицах ведут работы и следят ли местные власти за качеством выполнения? Екатерина Павлова подробнее. Ремонт дорог. Этот вопрос остается в числе самых болезненных у населения. Нерюнгринские автомобилисты жалуются на состояние дорог после зимы, но в то же время довольны производимым на них сегодня ремонтом. Дороги, конечно, оставляют желать лучшего, но их делают, и это заметно. В начале лета было ужасно, но сейчас более-менее ездить хотя бы можно. Хотелось бы, конечно, лучше. Хотелось бы полную замену асфальта. Как всегда, по весне, в начале лета сейчас залатают, подлатают. Может, отъездим лето, как в следующей весне будет по новой делать. Устраивает. Есть недостатки, не без этого, но меня устраивает. На капитальный ремонт улично-дорожной сети города Нерюнгере требуется 1 миллиард рублей. Для дефицитного городского бюджета это неподъемная сумма. Поэтому органы местного самоуправления вынуждены проводить
только ямочный ремонт. В мае 2018 года проведена проверка качества ремонта автомобильных дорог и внутриквартальных проездов, выполненных в предыдущих годах на территории муниципального образования город Нерюнгри. В результате обследования ответственные подрядные организации устраняют выявленные дефекты за собственный счет. Кроме того, ведутся работы в соответствии с муниципальным контрактом на выполнение работ по ремонту проезда к дворовой территории многоквартирного дома по проспекту Ленина 6, второй этап. После проведения ремонтных работ ответственные подрядные организации выполняют работы по нанесению горизонтальной дорожной разметки. Екатерина Павлова, Вадим Барашков, Нерюнгри. Общественная палата и правительство республики стали организаторами гражданского форума 2018 под названием «Форум тех, кто действует». 22 июня в Республиканском общественном центре на дискуссионной площадке обсудят актуальные вопросы развития гражданского общества. Проведут семинары, практические кейсы, окажут бесплатную юридическую помощь, презентуют лучшие гражданские инициативы и проекты некоммерческих организаций. Форум пройдет при поддержке НВК «Саха», «Сахамедиа», Северо-Восточного федерального университета и Целевого фонда будущих поколений Якутии. В Якутске проходит первый форум руководителей детских и молодежных общественных объединений. Педагоги и молодые лидеры обсуждают ряд актуальных тем отрасли. Сюжет Саргаланы Федоровой. Как удержать молодые кадры в школах? Педагоги из Жатая разработали систему для решения этой проблемы. Для этого мы организуем для них семинары, для этого мы просматриваем материальную часть, для этого мы просматриваем жилищные условия. И для этого мы делаем практическую часть для обучения наших молодых педагогов. В течение 3 образовательных дней участники разрабатывают социально направленные проекты, обсуждают стратегию развития детских сообществ. Участники из Мумского улуса предлагают проект, который поможет детям узнать о достопримечательностях Якутии виртуально. Это сначала создать экспедицию, выйти на природу, все заснять, потом все это интегрировать в компьютерную графику, получается, и в помещении с помощью, получается, какими-то физическими способностями, с помощью физических способностей создать это все достопримечательство в одном помещении. Инициативу общественных объединений поддерживают через гранты. Участники обсудили основные ошибки в заполнении грантовых заявок. В этом году Центр развития творчества детей Нерюнгринского района получил грант главы республики. Педагоги реализуют проект, направленный на работу с детьми с аутизмом. Изюминка проекта еще в том, что мы ребят пытались ввести в российское движение школьников посредством изучения символов на пескотерапии. То есть ребята сочиняли стихи, это ребята дошкольники, начальная школа. И с помощью создания герба, флага Российской Федерации они приобщались вот к такому массовому, большому, красивому движению, как Российское движение школьников. Сегодня завершится образовательная часть форума, и участники приступят к практической части. Они отправятся в сплав по реке Большая Катаме и будут учиться технологиям организации веревочных курсов и пеших походов. По итогам защиты проектов эксперты выберут 5 лучших работ. Их пока выпустят в виде буклетов. Далее будут искать механизмы воплощения данных проектов в жизнь. Саргалана Федорова, Джулустан Иннокентьев, Якутск. Ребята из детской студии «Саргалях» национальной вещательной компании «Саха» вернулись с достижениями с телефестиваля «Включайся». Участие приняли дети из 120 городов России. Передача «Зажги звезду» студии «Саргалях» заслужила номинацию «Увлекательный мир». В частности, видеоматериал нашей землячки занял 1-е место. Когда ребята отправились на прямой эфир на телеканал «Тамыр», и меня отправили снимать сюжет о национальном музыкальном инструменте «Курай». Курай — это, если посмотреть с точки зрения ботаники, это зонтикообразное растение, которое растет именно на Урале. Вот, достигает 2 метров высотой, а толщиной 2 сантиметра. Вот, внутри она полая. Вот. Из этого растения создается сам музыкальный инструмент кураиста. Мы с Андреем были на прямом эфире на канале БСТ. Передача называлась «Гора новостей». И там были такие же дети, как и мы, которые брали у нас тоже интервью. Мы рассказывали о нашей родине, о нашей работе. И это тоже некий опыт в прямом эфире.
100 лет на страже правопорядка. Под таким лозунгом в музее имени Ярославского в столице открыли выставку в рамках 300-летия российской полиции и столетия якутской милиции. Почетным гостем юбилейного мероприятия стал не раз посещавший Якутию ранее помощник министра внутренних дел России генерал-полковник Иван Шилов. Гости успели оценить экспозицию музея, в которой отражена вся столетняя история охраны правопорядка в республике. В музее МВД постоянно проходят тематические вечера, выставки, лекции, экскурсии и выездные выставки. Допустим, только вот в этом году прошло через музей 9600 человек, студенты, школьники. Потом у нас, значит, что получается? Выездные выставки. 46 выездных выставок провели. В эти дни у нас будет, значит, по патриотическому воспитанию. Мы, значит, честь и доблесть у нас будет. Вот. Приезжают представители центрального аппарата. В завершении выпуска найденная в обувной коробке китайская ваза продана за 16 миллионов евро. Долгие годы она пылилась на чердаке в доме во Франции, рассказывает Алена Островская. С чердака на аукцион. Китайская ваза XVIII века, относящаяся к династии Цин, во вторник ушла с молотка на торгах Сотбис в Париже за рекордные 16 миллионов 200 тысяч евро, свыше миллиарда рублей. Драгоценный фарфоровый сосуд обнаружила внутри обувной коробки французская семья, когда разбирала старый хлам, рассказал эксперт аукционного дома Оливье Вальмье. Эти люди приехали в Париж на электричке, пересели на метро, а потом пешком добрались до нас. Они вошли в Сотбис и не успокоились, пока не положили мне на стол эту вазу, завернутую в газету и лежащую в коробке от обуви. Когда они открыли ее, мы были поражены красотой экземпляра, но потом, конечно, проверили подлинность. Ваза высотой около 30 сантиметров расписана изображениями птиц, оленей и других животных. На сосуде знак китайского императора Тяньлун. Роспись покрывает всю поверхность вазы. Найти такую все равно, что случайно наткнуться на Микеланджело или Рембрандта. Это невероятная редкость, и сделана она для императора Китая. Ваза превзошла ожидания организаторов торгов в 20 с лишним раз. За нее рассчитывали выручить не больше 500-700 тысяч евро. Лот приобрел покупатель из Азии, пожелавший остаться неизвестным. Таковы итоги дня. Смотрите телеканал Якутия-24 и будьте в курсе.